канун праздника Крещения Господня в реке Лени осветили крещенскую купель. В этом году крещенские купания проходят при настоящих крещенских морозах. Температура воздуха в Якутске опустилась до минус 43 градусов. Старт крещенским купаниям был дан сразу после того, как архиепископ якутский Иленский Роман провел чин освящения воды в реке Лени. Многие люди, кто находит в себе силы, смелость и решимость, погружаются в эти освященные воды. Вот на месте освящения вода после совершения чина называется святой, причем великой святыней, по-гречески великая Агиасма. И всякий, кто берет эту воду с верой, принимает ее, того посещает благодать Божия. И вообще это очень весьма древняя традиция, она зафиксирована в богослужебных книгах 7-8 веков. То есть как минимум 13 веков, 13 столетий этой традиции освящения воды на открытых водоемах. В числе первых в купель окунулся глава Якутска Айсен Николаев. Архиепископ подчеркнул, что окунание не будет полезным, если не сопровождается молитвой и верой в Бога. Истинная суть этого праздника – сам Христос, который исходит на землю. Суть этого праздника в том, что Бог через сошествие на землю устраняет разрыв между Творцом и Его творением. Этот разрыв произошел в результате греха. И всякий грех и злое дело, которое человек совершает, увеличивает этот разрыв. Христос сам служит лестницей или устранением этого разрыва. Поэтому мы радуемся пришествию в мир Спасителя. Поэтому праздник называется Богоявление, явлением Бога на земле, пришедшего устранить эту пропасть между человеком и Богом. Божие присутствие среди нас, реально в этом мире, вот это главная суть праздника. Поэтому мы радуемся и в этот день освящаем воду, которая символ всего Божьего творения. Божьим присутствием весь видимый мир освящается. И в знак этого мы освящаем воду. Она во время освящения становится великой святыней, великой Агиасмой. И каждый верующий в Христа с благоговением выпивает эту воду, с верой и глубокой надеждой, что через эту святыню божественная благодать касается каждого, кто подходит к этой воде и испевает ее. По древней традиции освящение воды совершается не только в храме в эти дни, но и на открытых источниках. По уже такой сложившейся и древней традиции мы освящаем воду на нашей реке Лени, что, собственно говоря, сейчас и произошло. И это освящение происходит по просьбе многих людей, которые в эти дни, праздничные дни, полны решимости окунуться в эти святые воды. Глава Якутска Айсен Николаев, который всегда окунается в купель в числе первых, отметил, что несмотря на сильные морозы, крещенские купания пользуются неизменной популярностью. У жителей города ежегодно крещенский городок посещает порядка 40 тысяч человек. Сегодня в городе Якутске у нас после великого чина освящения реки Лени начались крещенские купания. Традиционно всегда сюда приходят тысячи православных людей, которые в эти дни окунаются уже в освященные воды нашей великой Лены. Это большой праздник для всех нас, для православных христиан. Мы в этот день испытываем Божию милость, которая нам дана свыше. И, конечно, я вот сам как раз с момента начала вот такой традиции в нашем городе, крещенских купаний с 2007 года, вот я, можно сказать, ни одного купания и не пропустил. Это, конечно, очень сильной степени помогает нам и не только там физически, да, но и духовно. Очищает нас, делает нас сильнее. Но мы ожидаем, что по всей республике у нас будет порядка 40 тысяч человек. Ну, в городе Якутске мы ожидаем порядка там, по разным подсчетам, в районе 20-30 тысяч человек. Учитывая то, что сейчас погода на самом деле достаточно холоднее, чем прошлый год, позапрошлый год. У нас далеко за 40. Люди во всего мира, я так понимаю, очень боятся вообще, как люди выживают в таких условиях. А мы не только выживаем, но мы, как эти,
окунаемся в освещенные воды нашей великой реки. Хотя на улице температура вот сейчас где-то около 43 градусов. В этом году крещенские купания в городском округе город Якутск проходят в 13-й раз. Организаторами купаний выступает окружная администрация города Якутска. В течение всего периода купаний будут дежурить сотрудники полиции, МЧС, представители якутского казачества, врачи скорой помощи, сотрудники ГАИ, ГИМС, пожарные службы, водолазы и народные дружинники. В принципе, опыт накоплен очень большой. Для обеспечения безопасности крещенских купаний мы сегодня в целом по республике привлекаем больше 450 человек личного состава, больше 110 единиц техники. Из них от МЧС России больше 200 человек и 40 единиц техники. Для удобства горожан от Преображенской церкви курсируют автобусы до центральной купели на Зеленом лугу. Также окунуться в святую воду можно будет еще в 2 местах. Официально купели оборудованы в зоне акватории водозаборных сооружений водоканала и на реке Лена в городском округе город Джатай. Всего же по республике в 27 муниципальных районах для проведения обрядовых мероприятий по празднованию Крещения Господня подготовлено 49 мест, в том числе 38 купелей и 11 прорубей для забора воды. Члены Якутского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» приняли участие в православном празднике Крещение практически по всей территории республики. Ни лютый мороз, ни сложная логистика не помешали общественным активистам «Деловой России» принять участие в православном празднике и почувствовать всю полноту души священного купания. Уважаемые белорусы Республики Саха-Якутия, всем привет в лице Дмитрия Мерказимовны с Верхоянской земли, с полюса холода. Всем привет! Здесь у нас сегодня минус 60 градусов, но несмотря на это народу очень много и очень много людей искупались. Как говорится, получили заряд бодрости на целый год. Вот только что вышел из купели возле Жатая, это у нас Якутия. Тут просто поменьше народу, поэтому сюда езжу уже 7-й год подряд. Сейчас немножко чаю попьем в большом термосе. Ощущение просто непередаваемое, тело все как будто бы горит, небольшая там эйфория. Выходишь, когда с купели. Всем передаю привет с праздником Крещения, всех белорусов, всех якутян, с праздником вас! Общественная организация «Деловая Россия» поздравляет всех якутян и россиян с православным праздником. Внимание всем покупателям маркета «Файгуль». Акция «Миллион на мечту» продолжается до 26 января. Успей получить купон участника за каждые 1500 рублей. Розыгрыш состоится в прямом эфире НВК «Саха» и «Саха-24» 27 января в 16:00. Погода в канун крещенских морозов не балует горожан, но несмотря на зимнюю стужу, люди выходят на народные гуляния. В промышленном округе горожане вышли на улицу и отметили Старый Новый год. Народные гуляния в рамках общероссийского зимнего фестиваля «Выходи гулять» проекта формирования комфортной городской среды, посвященная Старому Новому году, состоялась во дворе дома 7/4 по улице Бестужева-Марлинского. Любимые сказочные персонажи Дед Мороз и Снегурочка поздравили взрослых и детей. Малыши получили от них сладкие подарки. Детишки с удовольствием рассказали стихи, а взрослые пели, танцевали и водили хоровод. Но сегодня мы проводим, несмотря на лютый мороз, народ наш радуется. Мы встречаем Старый Новый год танцами, песнями, с подарками. Всех горожан поздравляем с наступившим Новым годом, желаем счастья, удачи. Все это проходит в рамках акции «Выходи гулять». Поэтому у нас народ ничем не остановить, и мы рады выйти и погулять вместе с нашим населением. С января 2018 года комплексно благоустроенные дворы Якутска стали местом притяжения горожан для проведения новогодних праздников, активного отдыха и зимних забав, которые проводятся в рамках общероссийского проекта зимнего фестиваля «Выходи гулять». Фестиваль направлен на повышение стимула активности и инициативности горожан по развитию города, в том числе при реализации приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. Жители готовы в этом участвовать, потому что у нас уже есть практика проведения дворовых елок. Она уже порядка 6-7 лет, поэтому это традиционный праздник.
В городе Якутске культурно-массовые мероприятия во дворах, благоустроенных в 2017 году, начались с первых чисел января и продлятся до середины апреля. Журналист канала «Франц-5» Александра Альвек и ее съемочная группа в составе Микаэля Лефрансуа и Тома Марана решили снять документальный фильм про Якутск. Больше всего их впечатлил экстремальный холод. Кто сможет рассказать более подробно о городе? Конечно же, глава города. Парижане присоединились к Айсену Николаеву во время традиционного субботнего объезда города. Во всем мире наблюдается потепление климата, климатическое потепление. И вот это как-то влияет на вашу работу? Вообще помогает как-то или как? Нет, в данном регионе это наверное, очень долго не грозит. Якутии потепления климата нет. 50 лет назад, так и сейчас. На самом деле потепление, может, оно и есть, но раньше было минус 50, а сейчас минус 46. Да? Гости посмотрели момент очистки площади Победы от снега. Якутдорстрой рассказал журналистам, какая техника лучше справляется с этой работой в нашем северном регионе. У нас на полигон складирования снега. В данный момент там собрано нами порядка 46 тысяч кубов. Но помимо этого в городе еще идет у нас подсыпка. Подсыпка, значит, песком. Скользко, чтобы не было на дороге. Кроме того, для своего фильма канал «Франц-5» заснял момент того, как город решает проблему по сносу ветхих домов и в какие дома после сноса переезжают жители. Французов удивило практически все. Это и теплотрассы, возвышающиеся над землей, и сваи под домами, и многое другое. Все то, к чему мы привыкли и практически не замечаем. Землей лежат у нас в основном трубы газа высокого давления. Так, все, что уже идет, например, линия канализации, теплоснабжение, другие газ низкого давления, они все расположены сверху. Гости посмотрели, какие дороги возможны в условиях вечной мерзлоты. Здесь глава города попрощался с гостями и продолжил свой традиционный объезд выходного дня. Спасибо. Спасибо. А мы тем временем с нетерпением ждем фильм своих французских коллег. Фильм о небывалых низких температурах и о жизни города в одном из самых холодных мест на Земле.